Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Жапта поры же погалам елташлактын данданы Эльвира Америка geçen. Я не случайно начала свое сегодняшнее видео именно с этого маленького эпизода американского шоу Cops, это значит полицейские. Потому что сегодняшнее мое видео будет как раз посвящено полицейским в Америке. И расскажу я вам сегодня в этом видео о моем личном опыте общения с полицейскими. И не случайно музыкальное оформление для своего видео я взяла музыкальную тему из шоу Cops, полицейские, которые поют песню Bad Boys, плохие мальчики. Эта песня была исполнена группой из Джамайки Inner Circle, внутренний круг. Самая моя первая встреча с полицейским произошла примерно лет 16 тому назад. С момента, как я получила свои водительские права, наверное, прошли где-то около 2 месяцев. И мне хотелось больше и больше ездить на своей машине. И тут я решила поехать в гости к своим знакомым. Я была в гостях, и поехать обратно мне нужно было как-то объезжать плохой район. А объезжать плохой район примерно это, пришлось бы мне 20 минут. Я решила этого не делать и решила, поехать напрямую. Я, еду, и такая дорога очень длинная. Мне стало немножко грустно, и я решила, одной рукой рулить, а второй рукой, правой рукой начала искать соответствующие каналы, чтобы что-то я либо музыку, либо радио послушать. И, естественно, я посмотрела, у меня и впереди никого не было, посмотрела в зеркало, и никого не было сзади, но очень-очень-очень далеко я увидела машину, которая следует за мной. Вот. И уже начинала я поворачивать направо, и тут я обратила внимание, что, в принципе, за мной следует полицейский. И вот я только успела повернуть. То есть он сначала держался на расстоянии, держал, как говорится, дистанцию. И потом, когда уже я поворачивала, видать, он подумал, возможно, что я сейчас могу повернуться и вообще улетучиться. Он буквально перед тем, как я повернула, он включил свою эту мигалку и сирену свою. Я такая, приехали. Думаю, вот это моя первая встреча. И я уже была предупреждена, как я должна сама себя вести в таких случаях. Я, приоткрыла окно совсем чуть-чуть, буквально, наверное, сантиметров, 4 или 5. Все двери были закрыты. Я с ним поздоровалась, и он мне, говорит, как всегда, он представился, как его зовут, сержант такой-то, я уж не помню сейчас. Я обратила внимание, говорит, как ты по дороге ехала, виляла, не держала машину прямо. Я говорю, так я говорю я сразу же извинилась и говорю, так я говорю, только 3-й месяц, как получила свои водительские права, и я говорю, мне стало скучно, я говорю, искала радиоканал, где я могла послушать, в общем, музыку или же радио. Он меня спросил водительское удостоверение, я ему дала.
Он у меня спросил страховку. Также я ему сказала, какой компанией моя машина застрахована. И также он у меня спросил, значит, регистрацию на машину. А вот регистрации на машину у меня не было, хотя, в принципе, я должна была по закону иметь. А я такая еще, а что, я должна иметь регистрацию с собой? Он так посмотрел, говорит, как долго ты уже ездишь? Я ему говорю, 2 месяца, чуть-чуть больше. Говорит, да, ты должна, говорит, иметь с собой регистрацию. Я говорю, да, есть у меня регистрация, это бумага, документы на машину, но они у меня дома. Я говорю, хорошо, я их обязательно, это самое, в следующий раз положу к себе в машину. В общем, он посмотрел, все документы, все проверил, посидел у себя в машине, он пробил, видать, все данные мои и пришел через минут, наверное, 7. И он мне говорит, он мне никакого штрафа, ничего не дал. Он мне просто говорит, если ты не можешь ездить и говорит, слушать музыку одновременно, говорит, больше не слушай музыку. Поняла? Я говорю, yes, sir. Окей, значит, все будет так, как вы сказали. Значит, очень спокойно. Я говорю, thank you, sir. И вы знаете, он мне дал все эти документы обратно. Я закрыла, поехала, и он, в общем, смотрю в зеркало, и он следует за мной. Буквально он вот смотрел, как я еду, насколько я вот держу машину между линиями. И я потом вот даже и не заметила, в какой момент он улетучился. Ну, то есть из виду он пропал. Вот это вот была моя самая первая встреча с полицейским города Талхаси в штате Флорида. Я скажу, что он был очень вежлив со мной, уважительно он со мной разговаривал, но я была очень, как бы, его таким приветливым, добрым отношением удивлена немножко, потому что очень много разного слышишь иногда. Вторая моя встреча была уже с другим полицейским штата. Это был State Trooper. И произошла эта встреча, наверное, уже через 10 лет после первой встречи. Утром, как всегда, я поехала на работу. И уже как бы, когда выезжаешь из нашего дома, уже как бы издалека, я смотрю, насколько вот эта вот улица, на которую я должна была повернуть направо, она вот занята. Потому что утром настолько много там машин едут. И, конечно, по закону, по всем правилам, я должна была остановиться на знак «Стоп». Значит, остановиться сначала, а потом уже как бы повернуться. Но ввиду того, что у нас огромное движение, и я когда увидела, что между машинами есть такое место, где я могу, в общем-то, как бы запрыгнуть между, что я и, в общем, и сделала. Не остановившись на знак «Стоп», я буквально, вот, знаете, ехала и повернула направо и поехала. И тут я, значит, еду, и там откуда-то вылезает, значит, с другой улицы State Trooper, это полицейский штата Флорида, так мы называем их, State Trooper. И, значит, сзади меня включает мигалку, и опять же, думаю, да, ну вот. Это, думаю, потому что он увидел, что я не остановилась на знак «Стоп». То есть я нарушила. То есть я свернула туда, где там было место свободное, то есть свернула с дороги, чтобы он со мной мог побеседовать. Но, думаю, у страха глаза велики, а сама я лучше ничего не буду говорить, лучше молчать, как партизан, и слушать его, и
ждать, что он там скажет, какие там он мне предъявит обвинения, как говорится. И я, как всегда, значит, hello, good morning, здравствуйте, доброе утро. И он, значит, как всегда, значит, представляется мне, говорит, State Trooper такой-то, такой-то, типа того, что... И вы знаете, он тут мне говорит совсем не то, что я ожидала. Я-то думала, сейчас он мне скажет, что ты не остановилась на знак «Стоп», а он мне говорит, у тебя, говорит, в машине лампочка, говорит, сзади не горит. Я такая, Я думала, это хорошо, что я тебе ничего не сказала, как говорится, сама не взболтнула и промолчала. Вот. Ну, я ему, как всегда, конечно, уже опытом научена, и он меня спросил все документы, водительское удостоверение, значит, страховку, и также, значит, это документы на машину. Все, я ему это отдала, и он пошел к себе в машину. Пришел. Он мне написал штраф такой, знаете, какой? Предупреждающий штраф. В общем-то, этот предупреждающий warning, that's correct, значит, warning, ну, предупреждающий такой штраф, в общем-то, этот штраф, в общем-то, ничего не значит. И, кстати говоря, очень смешно очень получилось, когда я ему давала, значит, водительское удостоверение. Он так посмотрел, говорит, о, Эльвира H, прям как, говорит, у тебя, как на машине. Типа, у водительского удостоверения у тебя и номера, знаковые номера, то есть сзади машины, говорит, совпадают. Мне стало очень интересно, думаю, а ты думаешь, типа того, что я там имя какой-то там чужой тетки приделаю к своей машине и буду ездить? И я ему говорю, well, of course, мол, конечно, как же, это мое имя и на моей машине, то есть номера с моим именем. Одним словом, когда он уже потом вернулся с этой бумагой, вот, он мне вручил вот эту вот бумагу, warning, значит, штраф такой, ничего не значащий. Типа того, что тебе нужно менять лампочку. Я говорю, да, конечно, я говорю, но Мерседес, он такая, дорогая, говорю, машина. И если, говорю, на американскую машину, говорю, можно купить там какие-то там лампочки, пойти в Walmart и купить эту лампочку. С Мерседесом совсем дело другое. Это немецкая машина, и всегда нужно обращаться к дилершип. То есть к дилеру, тому, кто вот именно занимается этими машинами, Мерседесами, этими немецкими машинами. А потом уже, когда он, этот State Trooper, штатовский полицейский, потом уже, когда он со мной немножко поговорил, и говорит, вообще, выкинь эту бумагу. А я такая думаю, и ты меня, думаю, держал, вот 10 минут, я бы уже давно уже ехала, мне еще тут нужно ехать, не знаю, как долго. Я говорю, хорошо, сказала ему спасибо, улыбнулась и попрощалась. Вот такая была у меня вторая встреча. Третья моя встреча, а скорее всего это даже не встреча, а был такой опыт общения с полицейскими города Таллахасси, штата Флорида. Ну, скажем, это было по телефону. Что случилось? Моя старшая дочь, она работала в ресторане. И в один вечер она после работы приходит, после 11 часов,
Ну, так вот заканчивали они работу. И она была несколько встревожена и говорит мне, а мы жили тогда в апартмент комплекс, то есть у нас были апартаменты, квартиры, то есть комплекс имеется в виду, когда очень-очень-очень-очень много этих домов с квартирами, вот где мы вот жили. И она приезжает домой, и вся такая возбужденная, расстроенная, говорит, мама, ты представляешь, говорит, прям, говорит, с моей говорит, работы, говорит, ехал полицейский, он, говорит, следовал за мной, и, говорит, я спрашиваю, а он тебя остановил? Говорит, нет, он меня не остановил. Он, говорит, буквально, как говорит только я, в общем-то, говорит, въехала в наш, говорит, комплекс, то есть к нашему месту, где мы живем, он уехал. Ну, я тогда ей сказала, ну мало ли что, а зачем сразу же так это близко к сердцу воспринимать. Но вот одним этим вечером, как говорится, одним днем это все не закончилось, потому что во второй день опять полицейский следовал за ней. И на этот раз похоже, что этот же полицейский, он следовал за ней, и он остановил буквально, вот въехал в этот комплекс. Что случилось, когда он как бы... Вот тогда он как раз вот включил, значит, свою мигалку, и он подошел, он представился. Тут, в общем-то, она уже была готова, потому что я ей сказала, когда он будет говорить, ты запоминай его номер и его имя и фамилия. Это, ну, just in case, то есть мало ли что, вот. И, в общем, он представился, и он сказал такую ерунду, типа того, что в том ресторане, где моя старшая дочь работала, рядышком было здание другого ресторана, и в этом строении другого ресторана, видать, что-то там украли. Но это все ерунда. Факт то, что я спросила дочь, я говорю, как он выглядел, насколько примерно он лет выглядит. Она мне говорит, так он молодой, лет 23. А я и такая, ха-ха-ха. Я говорю, знаешь что, даже, говорю, не бери в голову. Я говорю, похоже, говорю, мальчик, говорю, влюбился, но использует, говорю, свое драгоценное время на работе для, говорю, ухаживаний. И причем, говорю, таким, говорю, тупым образом. Я такое головой только это самое покачала и, в общем, сказала ей, чтобы она успокоилась. Потому что, ну, она ничего там не нарушила. Speed limit, то есть она ехала в городе, только мы имеем право ехать 35 миль в час, ну, где-то в некоторых местах 45 миль в час. Я говорю, ты не нарушала вот этот вот speed limit, не ехала там медленнее или же быстрее? Говорит, нет, все нормально. У тебя, говорю, все документы в порядке? Говорит, да, все в порядке. На следующий день я, в общем-то, я ей сказала, что я улажу этот вопрос. И на следующий день я позвонила в полицейский отдел города Таллахасси, это в отдел Internal Affairs Tallahassee Police Department. Internal Affairs – это полицейские над полицейским. Вот как раз вот этот вот отдел, он следит за тем, чтобы полицейские города, они не злоупотребляли своим вот это вот power, властью, своей работой. Вот. И, в общем-то, когда я объясняла всю ситуацию,
Вот разговаривая с этим полицейским из Internal Affairs, из этого департамента, который проверяет работу этих полицейских, я ему все объяснила. Я говорю, он 2 дня подряд следовал за моей дочерью, и только на 2-й день он ее остановил. И я говорю, его причина как будто бы была, что якобы в соседнем ресторане там они, что-то там было украдено. И, ну, в общем, он там напридумал себе, лишь бы там пообщаться с моей дочерью. А дочь у меня, она это очень интересная девушка. Но мне очень было смешно, думаю, ну, если ты решил приударить за молодой девчонкой, неужели нельзя было прийти в нерабочее твое время? Ну, купить там шоколадку или же купить там цветы и прийти и сказать, ну, привет, я давно за тобой наблюдаю, вот и ты мне нравишься, я хотел бы тебя пригласить на ужин или куда-то еще. А он так решил очень тупо познакомиться. Ну, в общем, у него ничего не получилось. Мало того, мама у девушки нажаловалась. Вот. Конечно, 3-й встречи не было, кто его знает, как там все закончилось, но больше дочь мою никто не беспокоил. Я, конечно, опять же была очень сильно удивлена тем, что все-таки есть такой департамент, внутри департамента полицейского, причем это в каждом департаменте полицейском есть, Internal Affairs, то есть они вот как раз вот следят за тем, как полицейские работают, насколько они злоупотребляют своей властью или же следуют все по закону. Заканчивая свое видео про полицейских, конечно, я хочу сказать, что наверняка они есть плохие полицейские, но вот в нашем случае, в моем случае, у меня как таковых не было. И поэтому мне даже говорить, в общем-то, ни о чем, о плохой стороне. Но опять же, про плохих полицейских, как я уже говорила, есть у них свой отдел Internal Affairs, которые следят, чтобы был порядок на работе, чтобы все полицейские работали по закону и не злоупотребляли властью, данной народом. Безусловно, можно нарваться на проблемы с полицейскими, но для этого нужны, знаете, очень серьезные причины. Либо вы принимаете алкоголь и ездите в пьяном состоянии, водите машину или же грузовик, либо вы наркотики принимаете и, естественно, за это вас наручники на вас надевают. Либо вы там ведете себя очень непристойно, либо вы предлагаете взятку полицейскому. Тут уже, знаете, не дай бог, мой вам совет, не делайте этого в Соединенных Штатах. В общем, мне кажется, если вы себя ведете по всем правилам, по всему следуйте по всем законам, у вас проблем не будет. Я надеюсь, было вам очень интересно услышать с моих уст. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. А кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Пусть в вашей жизни тоже встречаются хорошие полицейские, которые будут вам помогать. Будьте здоровы! С вами была Эльвира из Америки. Bakalım yoldaşlar, işimin kodam tendalan ogale kolıştaş, мы дичем кузе май илышышты тышты вашли нулана полицейский влакам и кузе май нундена кутренулна кода зашкендан комментарий дам, лайкам шындаши дам онда кю возалты нову возалца моим YouTube каналышка. Ашкендам эскерза, аралаза, илаза, юмудена парля. Тиндан денелиен, Эльвира, Америка.
sometimes.